Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш семинар, вебинар, правильно будет сказать, современный урок, оценка эффективности урока в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования. В целом мы говорим о том, что анализ урока – это сравнение конкретного проведенного учителем урока с теоретической моделью урока, составленной в соответствии с современными дидактическими и методическими требованиями, с передовым опытом и здравым смыслом каждого конкретного педагога. И анализ урока – это основной источник знаний о качестве образования в школе, о психолого-педагогических и методических возможностях учителя. Это своего рода средство изучения и обобщения педагогического общества, часть научно-методического исследования, которое проводит каждый педагог в рамках своей профессиональной деятельности. Каким должен быть современный урок? Как в сегодняшнем уроке соседствует традиционное и новое? Урок нельзя анализировать абстрактно, исходя из каких-то незыблемых критериев. Прежде всего, не следует искать на каждом уроке применение всех, без исключения средств и методов работы. Это значит схематизировать учебный процесс или упростить его. Какие же цели ставит анализ урока? Во-первых, это контроль за качеством преподавания, качеством знаний, умений и навыков учащихся. Контроль за состоянием воспитательного процесса, инструктирование педагога, помощь во владении более высоким педагогическим мастерством, выявление причин успехов и неудач учителя, преодоление недостатков его работы, выявление системы работы учителя и многое-многое другое. Какие же бывают формы? Простите, какие же что необходимо учитывать при анализе урока? Во-первых, это особенность темы. Во-вторых, возможности образовательной организации, наличие кабинетов, технических средств, наглядных пособий, нужных книг в библиотеке и так далее. Далее это состав данного класса, уровень развития и способности обучающихся. И, конечно же, индивидуальность учителя, уровень подготовки, особенности характера, состояние здоровья и прежние результаты работы. Какие же бывают формы анализа и самоанализа урока? Их здесь представлено 10. Я позволю себе чуть подробнее остановиться на каждой характеристике каждого вида. Во-первых, это краткий оценочный анализ. Это общая оценка учебно-воспитательной функции урока, характеризующаяся решением образовательной, воспитательной и развивающей задач и дающая оценку их реализации. Структурный или поэтапный анализ – это выявление и оценка доминирующих структур элементов урока, их целесообразность, обеспечивающая развитие познавательных особенностей обучающихся. Третий вид – это системный анализ. Это рассмотрение урока как единой системы с точки зрения решения главной дидактической задачи и одновременного решения развивающих задач урока, обеспечения формирования знаний, умений, навыков обучающихся, усвоения им способов обучения. Полный анализ – это система аспектных анализов, включающая оценку реализации задач урока, содержание и виды учебной деятельности учащихся по таким характеристикам, как уровни освоения учащимися знаний и способов умственной деятельности, развитие учащихся, реализация дидактических принципов и результативности урока. Следующий вид анализа – это временной анализ. Это оценка использования времени урока по каждому его этапу.
Комбинированный анализ – это, собственно говоря, оценка одновременная основной дидактической цели урока и структурных элементов урока. И здесь мы говорим о том, что он должен проводиться, такой анализ тоже должен проводиться, причем регулярно. Психологический анализ урока – это анализ урока, который позволяет изучить выполнение психологических требований к уроку, то есть обеспечение познавательной деятельности учащихся развивающего типа. Все мы этот вид анализа так или иначе используем в своей профессиональной деятельности, поэтому здесь, я так понимаю, что сложностей быть у коллеги у нас с вами не должно. Предпоследний, 9-й тип анализа – это дидактический анализ. И здесь мы говорим уже, что это анализ, который позволяет нам с вами просмотреть, насколько грамотно мы подали основные дидактические категории, то есть реализовали принципы дидактики, отбор методов, приемов, средств обучения. И для школьников, для обучающихся. И, соответственно, какие-то педагогическое руководство самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся. Здесь мы все это, собственно, обязательно должны прописать, указать и так далее. Далее, и последний тип анализа – это аспектный анализ. Это рассмотрение, детальное и всестороннее изучение оценки под определенным углом зрения какой-либо стороны или отдельной цели урока во взаимосвязи с результатами деятельности обучающихся. И фактически у аспектного анализа есть несколько видов. Это педагогический анализ, аспектный, психологический, методический и гигиенический. Первый – это педагогический аспект анализа урока. Может быть, рассмотрим через следующие компоненты. Фактически это у нас с вами место урока в системе уроков, правильность постановки цели урока, это организация урока, содержание урока, это методика проведения урока, то, как вы общаетесь на уроке, соответственно, и работа и поведение обучающихся на, собственно, на уроке. Далее психологический аспект анализа урока может быть рассмотрен через такие компоненты, как управление вниманием обучающихся, управление развитием мнемонических особенностей, учет закономерности функционирования и развития мышления. Методический аспект рассматривается как через следующие компоненты. Это основная учебная цель урока, методическая логика урока, использование различных средств обучения, использование различных методических приемов обучения и использование различных организационных форм обучения. При этом, коллеги, должна выстраиваться определенная, помимо того, что вы проводите самоанализ урока, должна выстраиваться система методического сопровождения через систему посещения уроков, взаимопосещения уроков, либо же посещение уроков вашими научно-методическими службами. Это посещение всех уроков, отведенное на изучение данной темы, либо же посещение уроков учителя на протяжении рабочего дня в разных классах. Третий вид – это посещение уроков учителей в течение дня в одном классе.
Четвертый вид – это посещение уроков в течение рабочей недели в одном классе и посещение уроков у разных учителей. В идеале у образовательной организации должны быть представлены все 5 видов посещения уроков. На слайде представлены программы наблюдения уроков. Их два типа. Первое – это урок изучения первичного закрепления новых знаний и способов деятельности. Цель, например, это организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и первичному запоминанию новых знаний и способов деятельности. Когда мы смотрим урок закрепления новых знаний и способов деятельности, тогда мы говорим уже об такой цели, как обеспечить закрепление знаний и способов деятельности обучающихся. Когда мы говорим про схему общепедагогического анализа урока, то мы понимаем, что она включает в себя несколько пунктов. Во-первых, это их 8. Во-первых, это место данного урока в системе уроков по теме или под теме, то есть правильность постановки цели урока. Во-вторых, это организация урока, то есть тип урока, структура, подготовка класса, организация, плотность урока. Третье – это содержание урока с точки зрения научности материала, правильности подачи материала и так далее. Оценивается даже речь учащихся. Далее, четвертый пункт данной схемы – это методика проведения урока. Мы смотрим на оборудование урока, использование наглядных пособий, дидактического материала на всех этапах урока, методы и приемы, применяемые учителем на каждом этапе урока. И, конечно же, говорим о соответствии методов, содержанию и целям урока, возрасту, уровню подготовки обучающихся и эффективности применения методов. Постановка учителем перед учащимися, цели урока и подведение итогов. Работа с отстающими, слабо успевающими на уроке. Это владение учителем методами активного обучения, целесообразность применения этих методов на данном уроке. И мы говорим про систему оценки знаний учащихся, обучающихся учителями, и их педагогическая ценность, целесообразность и, собственно, их соответствие современным требованиям законодательства. Далее. Пятый пункт – это общение учителя на уроке. Здесь мы оцениваем тон, стиль, манера общения с классом, отдельными детьми и так далее. Конечно же, мы оцениваем работу и поведение учащихся на уроке. Здесь мы говорим и про активность класса, и про заинтересованность обучающихся материалом урока, и отношение учащихся к учителю, дисциплинированность, организованность, речь учащихся и задаваемые вопросы. Общие выводы по уроку и как будет учтен опыт данного урока в вашей дальнейшей работе. Когда мы говорим о том, собственно, как должен строиться современный урок и как должна проводиться оценка современного урока, то мы все прекрасно понимаем, что начинает урок строиться с постановки цели, с формулировки цели урока. И самое трудное, особенно для начинающих педагогов, это формулировка цели урока. Фактически у нас цель урока должна трансформироваться в педагогические задачи. При этом, например, если это информационное, то что и чем будем учиться? Чему? Операционное – это, например, каким образом будем учиться. Мотивационное – зачем нам это надо. Коммуникативное – с кем будем общаться, вступать в взаимодействие и где.
Кроме того, к уроку есть определенные группы требований. Это дидактические, организационные и психологические. Дидактические требования, это, конечно же, мы говорим про выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, стимулирование контроля, оптимальное их воздействие на каждом этапе урока, выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание различных форм коллективной индивидуальной работы на уроке и максимальную самостоятельность в учении учащихся. Реализация на уроке принципов дидактики – это, конечно же, научность, системность, последовательность, сознательность, активность, связь теории с практикой и наглядность. Следующая группа требований – это организационные требования. То есть рациональное использование отведенного вам времени, четкое формулирование совместно с обучающимся темы, учебной цели, конкретных задач урока, гибкость и использование различных, конечно же, типов урока. Далее это мы говорим с вами про психологические требования. И здесь мы говорим о том, что проектирование различных учащихся в пределах изучения конкретного учебного предмета и конкретного урока, то есть выстраиваем индивидуальное сопровождение обучающихся. Это планирование урока в соответствии с индивидуальными возрастными особенностями обучающихся. Обязательно учитываем сильных и слабых обучающихся. И, конечно же, дифференцированный подход организуем к данным категориям обучающихся. Обязательно необходимо учитывать, проводить учет контроля. То есть, коллеги, критериальное оценивание, формирующее оценивание, все виды оценивания должны быть у нас с вами учтены и использованы в нашей педагогической деятельности. И соотношение побуждения обучающихся к деятельности, то есть комментарии какие-то, которые будут вызывать положительную реакцию у обучающихся, установки, стимулирующие интерес, какие-то волевые усилия к преодолению трудностей и так далее. Набор этапов учебного занятия вы все прекрасно знаете. И, конечно же, критерий эффективности современного урока, способность обучающегося проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом, моделирование жизненно важных профессиональных затруднений. Мы формируем с вами функциональную грамотность. Педагог должен вести обучающегося по пути субъективного открытия, то есть он управляет проблемно-поисковой или исследовательской деятельностью учащихся на уроке. Коллеги, для того, чтобы посмотреть, а каким же образом, ну, конечно же, обязательно надо посмотреть, каким образом это реализуется на практике. С этой целью я предлагаю вам посмотреть урок в рамках конкурсного испытания «Учитель года России». Мы с вами посмотрим урок, который был представлен на конкурсе «Учитель года России» 2020 года. И фактически урок учителя начальных классов. Удивительно, что у нас это будет учитель-мужчина, что достаточно редко, Сысуев Павел Николаевич, педагог-учитель начальных классов. И прошу обратить особое внимание на самоанализ данного урока.
Увидели, да? Кто нам сегодня с вами на уроке, помимо наших гостей, еще присоединится? Узнали этих персонажей? Прекрасно. Кто напомнит, как их зовут? Саша. Прекрасно. А откуда эти персонажи? Из Gravity Falls. Прекрасно. Напомните, пожалуйста, что там было по сюжету этого мультфильма? Кратенько прям. Ксения. Да, отлично. А кто помнит, чем закончился? Прям самая последняя серия, последние секунды этой серии. Саша. Да, и в них отправились домой. Хорошо, это мы с вами запомнили. Но эти нам персонажи сегодня будут помогать в течение всего урока. Но первое, что они хотели бы вас узнать, вы только что прослушали песенку. Не просто прослушали, а еще подпевали. Достаточно хорошо, уверенно. Песенка веселая такая была. А какое слово в этой песне чаще всего повторялось? Может, кто-нибудь заметил? Пожалуйста, Лера. Здравствуй, верно. А что означает слово «здравствуй», как вы понимаете? Кир. Так, во-первых, это приветствие. Хорошо. Еще есть какие-нибудь версии? Помимо приветствия. Здравствуй. Какой-нибудь, может, слышите в серединке, в форме слова. Здравствуй. Ксения. Так, прекрасно, орфографию вспомнили, молодец. А еще вот прям здравствуй. Вероника. Совершенно верно. Мы не просто приветствуем. Можно сказать еще слово «привет», «добрый вечер». Много различных вежливых слов есть. А здесь мы именно говорим «здравствуй» и пожелаем здоровья. Скажите, пожалуйста, а только сейчас «здравствуй» и желают здоровья? Только сейчас это слово появилось? Нет. В древние времена тоже говорили? Думаете, нет? В древние времена здоровья не желали. Как-то не уверен. Саш, ты как думаешь? Желали. А как вы думаете, где мы можем с вами найти доказательства того, что в древние времена тоже желали здоровья? Так. Ну давайте, смелее, Полин. В книгах. А в книгах мы что можем найти? Слова. Ну как мы поймем? Давайте вам дам подсказку. Пословицы и поговорки знаете? Да. А что такое пословицы и поговорки? Кирилл, ты как понимаешь? Подсказываем, помогаем, вручаем. Да, народная мудрость, обычно говорят, да. И вот как раз в этих предложениях, можно сказать слова, заключена народная мудрость. Возьмите, пожалуйста, конверт 1, и сейчас давайте поработаем с вами в парах. Вам сейчас необходимо конвертик 1, ребят, он прям желтеньким цветом перед вами маленький. Вскройте конверт. Да, содержимое конверта вытащите на стол. Там как раз вы сейчас увидите пословицы. Но эти пословицы надо соединить из двух частей. Пожалуйста, вдвоем, в парах, и глазки на меня. Когда пара закончила работать, за руки взялись и ручки подняли вверх. Отлично, я знаю, вы это знаете очень хорошо. Прочитайте внимательно, и эти пословицы нам как раз сейчас помогут. Есть. Угу. Дам подсказку. Вспомните правила русского языка, как предложение записывается. Это прям такая хорошая подсказка. Так, есть, 4, еще чуть-чуть, 5. Девчонки. Сейчас мы их прям чуть-чуть подождем. А пока девочки доделают, я вам скажу, как мы будем сейчас проверять. Ребята с первой парты зачитают нам, с первого ряда, зачитают нам одну из пословиц, которую они составили. Если мы с вами будем согласны с этой пословицей, девчонки, все? Отлично, я как раз объясняю, как проверяем. Сейчас ребята зачитывают свою пословицу. Если правильно, наградим их аплодисментами. Если вдруг неправильно, не согласны, давайте дадим немножко топота. Готовы? Так, пожалуйста, Марат, Лера, одну. Здоровье сгубишь, новое не купишь. Согласны? Да. Да. Ребята, которые сидят за второй партой, второй ряд. Вторая парта. Так, хорошо, я внимательно, я сказал вторая парта второго ряда. Но раз начали, же ничего страшного. Ксения, давайте еще раз, тогда вместе в форме. 3, 4. В здоровом теле,
Так, ну и давайте, девочки. Здоров будешь, все добудешь. Прекрасно. Я вижу, что вы достаточно хорошо знаете пословицы, и эти пословицы нам как раз все говорят о чем, что самое важное в них, какая народная мудрость заключена, что для людей было главное. Да, Женя? Здоровье, конечно. Как вы думаете, а почему? Здоровье сгубишь, нового не купишь. Можете сказать, почему здоровье самое главное? Ну? Человек не был здоров, ему стало плохо. Так, мы можем быть счастливы без здоровья? Нет, эти пословицы нам как раз об этом говорят. Хорошо. Сейчас, пожалуйста, отложите пословицы, не обязательно их убирать обратно в конверт. Просто положите их, чтобы они вам не мешали. Угу. Итак, а мы с вами продолжим дальше. Раз мы сказали, что здоровье самое главное в жизни человека, то, может быть, мы с вами скажем, а как нам это здоровье, ну мы поняли, что есть пословица, что оно самое главное, а как же это здоровье-то не потерять? Может быть, вы знаете, что нужно соблюдать? Какие-то, может быть, есть правила уже из вашей жизни, из ваши личные примеры? Ксень. Чтобы быть здоровым, надо заниматься спортом, есть полезно. Спасибо, Ксень. Прям сейчас вы все отдала бы сразу всю информацию. Давай еще поделимся. Так, первое, что ты назвала, это заниматься спортом. Скажите, пожалуйста, могу ли я назвать то, что сказала Ксения, кратко в 3 словах? Активный образ жизни. Ведь не все мы занимаемся с вами каким-то определенным спортом. А вот поактивничать, побегать мы с вами все любим. Так, хорошо. Пожалуйста, Настя, что еще хотела сказать? Чтобы быть здоровым, нужно соблюдать режим дня. Прекрасно. Все согласны? Да. Отлично. Действительно, нужно соблюдать режим дня. Хорошо. Так. Марат. Чтобы быть здоровым, нужно есть правильное питание. Есть правильное питание. Давайте немножко скорректируем эту фразу. Марат, поправь сам себя. Есть правильное питание. Чуть-чуть поправься, чтобы прям красиво звучало это предложение. Так, поможем Марату. Давайте. Пожалуйста, Вер. Так, ну, Марат про то же самое сказал, только я хотел, чтобы ты немножко себя поправил. Не есть правильное питание, а есть правильные продукты, наверное, и соблюдать правильное питание. Вот так это как-то будет лучше звучать. Так, хорошо. Есть у нас такой вариантик. Угу. Так. Но это еще, наверное, не все. Что еще можно сказать? Угу. Саш? Что делать? Чистота в доме, так. А еще, если про чистоту поговорим, действительно, я согласен, вряд ли ты будешь здоровым, если у тебя будет очень много пыли в комнате. А вот эта вот чистота в доме... Вероника? Так, или правила личной гигиены. Вы это слово уже слышали? Кто-нибудь, может быть, не слышал? Отлично. Итак, соблюдать правила личной гигиены. Ну, и тогда мы с вами, наверное, можем все это назвать вот такой аббревиатуркой. Скажите, пожалуйста, кто уже видел эти 3 буквы? Может, где-нибудь встречалось? Так, а кто может нам расшифровать эту краткую запись? Пожалуйста. Здоровый образ жизни. И вот все, что мы перечислили с вами, относится к здоровому образу жизни? Да, вы сами все это назвали. Прекрасно. Ну, а теперь я бы хотел, чтобы мы поподробнее на всем этом остановились. И давайте вернемся к нашим с вами героям, которые у нас как раз, кто нам напомнил, заканчивается мультфильм тем, что заканчиваются летние каникулы, и они отправляются обратно к себе учиться. Они же школьники, такие же, как и вы. Но после летних каникул, помните, после их бурных приключений, наверняка кое-что изменилось. Что же изменилось-то, Кирилл? Что говорит Диппер? И стоит знак вопроса. Бедолага совсем за время летних каникул забыл, что такое режим дня-то. И наша с вами задача сейчас ему помочь. Возьмите, пожалуйста, конверты голубого цвета, на них написано как раз слово «режим дня». Словосочетание. Достаньте содержимое. Угу. Отлично. Ксения заметила, посмотри, да? Кто все достали, что и что у тебя. Что-то отличается. Это мы сейчас с тобой поговорим. Итак,
Вы увидели? У всех? Все? Отлично. У каждого из вас есть одно из действий, которое мы с вами совершаем каждый день. Сейчас ваша задача выстроиться вот здесь вот, перед доской. Выходите, вставайте. И вам нужно встать, а мы с тобой, Ксения, будем сейчас пока сидеть, подожди. Ваша задача проговорить, посмотреть друг на дружка и выстроиться от самого начала дня, от моего стола, и до последнего действия, которое мы совершаем в конце дня. Мы с тобой, ты у меня сейчас будешь в роли эксперта. Супер важная, ответственная роль. Ребята сейчас будут выстраиваться. Ты как эксперт, независимый. Они сейчас не твои одноклассники. Спокойненько проверяй. Так, ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. Посмотрите, прям показывайте друг другу, не прячьте листик, чтобы было удобнее. Так. Обратный отсчет. 10, 9, 8, 7. Завтрак уже на месте. 6, 5, 4, 3, 2, замерли. Так. Итак, у нас образовалась отличная группа, которая у нас так и называется режим дня. Хорошо. И у нас оказался один независимый эксперт, у которого оказался листик совсем другого цвета. И начнем мы с того, что наш независимый эксперт, прежде чем оценит вашу работу, сначала скажет нам, а что такое режим дня-то? Режим дня – это разумный распорядок дня, у каждого может быть свой распорядок дня. Запомните, что у каждого может быть свой. Пожалуйста, товарищ эксперт, проверьте, согласны ли вы со всем, как встали ребята? Так, давайте посмотрим. Завтрак, водные процедуры, зарядка. После завтрака-то с набитым животом самое время зарядкой заниматься. Полдник, занятия в школе, выполнение домашних заданий, обед, прогулка, ужин, отдых и водные процедуры. Товарищ эксперт, подскажите, кому надо поменяться? Веронике с Настей. Так, есть? Полине у меня Не волнуйся, имена забыла. с Димой. Так, и стоп, пока остановись. Пока стоп, пока давай остановимся. Выполнение домашнего задания. Перед школой делаем? Не волнуйся, не волнуйся. С Димой поменяться. Так, давайте посмотрим, подскажем немножко нашему эксперту, он тоже волнуется, все-таки не каждый день бываешь независимым экспертом. Смотрите, начинаем день зарядки, потом пошли умываться, позавтракали, ушли в школу. После школы разве прям сразу хочется садиться за домашнее задание? Я тоже думаю, можно немножко, наверное, отдохнуть. Да. Так. Пообедали, прекрасно. Пообед оказался мало, и сразу пошли на полдник. Так. Стоп. Кир, чуть-чуть помягче все-таки. Так, после обеда отдохнули, домашнее выполнили. Подожди, сейчас проверим. Погулять сходили, поужинали, потом опять полдник. Полин, давай подумаем. Давайте подскажем, Полине, а что такое полдник? Полдник – это легкий перекус. Легкий перекус. Где его лучше всего поставить-то? Точно после обеда, но то не после ужина, а где-то, наверное, между ними. А вот тут, кстати, Полина может, наверное, выбрать сама. Захочет она перекусить после домашнего тяжелого задания или, может быть, после веселой прогулки на свежем воздухе. Полина, выбирай сама. Прогулка. Да. А вот здесь тогда смотрите, как интересно получается. Ведь мы с вами здесь говорим не обязательно, что у нас будет с вами здесь сразу же моментальный ужин. Нам эксперт сказал, что у каждого есть свой личный распорядок дня. Например, здесь у кого-то секция, у кого-то личное время для отдыха, кто-то в приставку поиграть, может, пойдет, кто-то просто с родителями посидит, поболтает.
Поэтому я думаю, вот здесь нам как раз и не хватило бы еще одного человечка с еще одной табличкой. Так, ну и в конце вводные процедуры. Теперь, товарищи эксперты, согласны? Может такой быть режим дня? Прекрасно. Вот эти листочки оставляйте на столе, в конвертах обратно не убирайте и возвращайтесь, пожалуйста, на свои места. Отлично. Угу. Так, с этим проговорили. Ну и кратенько, кто напомнит, где перо? А зачем вообще мы этим сейчас занимались-то всем? Ну вы справили это все. Полин. Так, это прям отлично, большой вывод. Чтобы он вспомнил режим. Так, это что у нас спросил, отлично. А еще есть вариант? Для чего нужен режим дня-то? Чтобы быть спортивным. Ну, здоровым скорее. Хорошо, на этом тогда закрепим ответ. И двигаемся с вами дальше. А что же у нас дальше? С этим мы справились. А дальше у нас по этой картинке следующая часть нашего здорового образа жизни. Мы с вами сказали про режим дня. Как вы думаете, теперь что у нас будет, судя по этой картинке? Ай? Личная гигиена, конечно. Пожалуйста, конвертик номер какой сейчас? 3. Так. Здесь мне тоже понадобится помощь одного из вас. Кира, как у вас получится? Кира Юрьевна, пожалуйста, выйдите на центр. А вам необходимо сейчас приготовить 2 карандаша, красный и зеленый. Кира Юрьевна у нас сейчас будет экспертом в области личной гигиены. Она будет зачитывать утверждения, а ваша задача, если вы согласны с этим утверждением, закрасить кружок в зеленый цвет, а если не согласны, то в красный. Но перед тем, как закрашивать, поднимите, пожалуйста, карандаш, чтобы наш эксперт могла проверить, согласиться или не согласиться с вами. Кира Юрьевна, готова? Отлично. Готова? Итак, пожалуйста, Кира Юрьевна, первое утверждение. Умываться нужно 1 раз только вечером, весь год нужно экономить. Цвет вверх, который выберете. Угу. Кира Юрьевна, в основном везде попадает, везде красный. Молодцы, закрасили. Второе утверждение. Ходить нужно только в чистой одежде. Ходить нужно только в чистой одежде. Марат, не видим. Я согласна. Есть. Перед едой посмотрите на руки, если не видишь грязи, значит Грязь. обязательно есть. Ударение грязи. Угу. Красный, красный, красный. Так, Саша, это красный? Да, есть. Я согласна. Так, прекрасно. Чистить зубы надо каждый раз после еды. Чистить зубы нужно каждый раз после еды. Сейчас посмотри, пока кто как ответил. Везде у нас зеленый. Я правильно понял, что вы чистите зубы каждый раз после еды? Кира Юрьевна, вы как? Каждый раз? А вы в школе обедаете? Так, не пойму. Сейчас сказали каждый раз. Значит, уже не каждый раз. Давайте подумаем все-таки, а когда мы с вами чистим зубы-то? Вот, правильно. Значит, не каждый раз после еды. Конечно же. Но мы соблюдаем правила личной гигиены, и для этого чистим зубы утром и вечером. А так нам пришлось бы с собой приносить в школу зубную щетку. Конечно. А это не очень-то удобно. Так. Как вы в целом оцените работу? Я думаю, блестяще. Думаю, ни одного не... Ну, в конце чуть-чуть засомневались, но это был подвох, конечно же. Спасибо. Присаживаемся, Кир. Так, правила личной гигиены вы знаете отлично. Что ж, тогда давайте посмотрим, что же нас ждет впереди. Саш, что нам говорит наш персонаж? Что-то я проголодался. Действительно, что-то он проголодался, и я тут ему пришел на помощь. Сходил в магазин, не так далеко он находится, вот в такой, знаете его, да? Да, ваш местный магазин, вот сходил и купил продуктов. Но я особо не разбирался, торопился к вам на урок, поэтому набрал самого разного. А сейчас вы мне поможете с этими продуктами поработать. Ваша задача будет один из продуктов вытащить из сумки. Только, пожалуйста, не заглядывайте туда. Доверьте своей руке, хватайте первое, что попадется. А дальше нам с вами необходимо распределить эти продукты, потому что не все они одинаково полезны.
на 3 станции. Глазки на меня сюда. Первая станция – полезные продукты. Вторая станция – не очень полезные продукты, но мы их так любим иногда. И третья станция у нас будет не полезные, даже вредные продукты. Вот она у нас. Прям даже вредные. Готовы? Так, поехали быстренько. Угу. Есть. Угу. Угу. У нас дисциплина на уроке. Есть. Есть. Угу. Так. Ксения. Чуть-чуть потише. Девочки, иду к вам. Угу. Угу. Так, что мы сидим? 3 станции вас ждут, продукты получены. Пожалуйста. Наша с вами главная задача отметить, все ли продукты одинаково полезны. Нет, и оставайтесь, пожалуйста, рядом со своей станцией. Куда вы убежали так сразу? Продукт подставили, сами рядом со столом, девчонки, рядом со своим продуктом. Рядом с тем столиком, где оставили свои продукты. Есть, зафиксировались. Так, лицом ко мне. И сейчас вам необходимо один из представителей вашей группы сказать, какие продукты у вас перечислить, а мы проверим, послушаем. Пожалуйста, полезные продукты. Кто ответит? Слушайте, у нас Димка один в вашей команде. Давайте ему дадим ответить. Давай, Дим. У нас есть яблоко. Погромче, Дим, не слышно. У нас есть яблоко, творог, кефир, молоко и лимон. Так, согласны? Полезные, абсолютно все полезные продукты. Так, хорошо. Вторая группа. Ксения. У нас есть круассан, чипсы, сухарики и киткат. Да, не полезные, но которые мы все-таки иногда-то, да. Я рад, что вы честно признались и не отнесли как сразу их туда же. А то многие сразу говорят, нет, мы правильно, мы это не кушаем. Конечно, все кушают. Так, хорошо. И третья группа. Не полезные, даже вредные. Девчонки, ну-ка, вот здесь самое интересное. Давайте посмотрим. Кола и энергетик, Red Bull. Ну, это энергетика такое молодежное название. Вообще это полностью называется, конечно, энергетический напиток. Девочки, скажите, пожалуйста, вот эта группа нам чипсы, сухарики оставила, признали, что да, иногда все-таки используют, но редко. А здесь почему так строго-настрого все эти 3 напитка оказались в запрещенной зоне? Кир, как ты думаешь, почему ты понесла именно сюда? То есть можешь сейчас изменить свое решение и к полезным сбегать? Ну, что-то же сказала вам. Я сначала хотела туда, А потом все-таки решила туда перейти. Так, кто-нибудь, может, подскажет нашей группе, девочки? Ань, Вероник, почему вот эти 3 банки этих напитков оказались именно здесь? Ну тогда бы они на втором столе оказались. Что-то вас внутри все-таки подтолкнуло к этому. Так, давайте вручаем, Полин. Потому что они газированные. Во-первых, газировка, но минеральная вода, там тоже вроде газа. Ксень. Потому что эти напитки чаще всего пьют взрослые. И значит, что взрослых нам не жалко взрослых, что ли, не пойму? Мы же тут не говорим про здоровье детей, про здоровье взрослых, мы говорим про здоровье в целом. Так. Вот, так, первый вариант, много химии. Вот, что-то похоже на правду. То есть, если мы обратимся к первой группе, у них же там все натуральное, все естественно от природы. А тут одна сплошная химия и очень много сахара. У вас-то там тоже в шоколаде сахар есть, но когда мы его по чуть-чуть, это не так-то вредно. А здесь ничего полезного, только сплошной сахар и химия, как нам сказал Марош. Так, продукты оставьте, пожалуйста, за этими столами и возвращайтесь к себе. Так, отлично. Что же сейчас произойдет?
Это вы, наверное, эту музыку плохо узнали, а мы, кто постарше, хорошо помним эту музыку, потому что она связана вот с этим предметом. Это черный ящик, ну или коробочка, да. Вы очень хорошо распределили продукты, но я бы хотел проверить, а догадаетесь ли вы, какой продукт спрятан у меня в черном ящике? Первая подсказка на экране. Узнали? Да, что-то от природы, хорошо. Ну, кто-нибудь из вас, может, скажет сразу, что это такое? Саш, ты такие шишки видел? Ничего себе, я таких не видел. Сень, ничего себе. Сень, подойди чуть поближе, присмотрись. Может, тебе плохо видно? Так. Вот, это, может, похоже, но я таких камышек тоже не видел. Так, в общем, есть предположение, но точного ответа нет. Правильно я понял? Тогда вторая подсказка. Хорошо. Вторая подсказка. Что это такое? Ну, нет, к сожалению, ты не права, Жень, потому что калории, там аббревиатурка будет другая. А тут у нас буковка R. Дробь. Так, Кирилл? Да, и перед нами ценник. Причем озвучь эту цену. Так, значит, что мы с вами уже знаем? Что-то натуральное и что-то супердорогое. 7 тысяч рублей за килограмм. Есть варианты? Так. Но это мы видим по ценнику. И третья тогда подсказка для вас. Третья подсказка, это будет как раз загадочка. Что за чудное растение применяют во всех блюдах? Что за пряность в чистом виде можно съесть за 5 минут? Что недавно появилось в магазинах на прилавках, и теперь все россияне чудо-лекарем зовут? Что за корень из Китая покорил Урал, Сибирь? Подскажите мне, ребята, как зовут его? Прекрасно. Конечно же, в коробке был спрятан имбирь. И раз мы с вами говорим о продуктах, которые полезны, нельзя не упомянуть этот замечательный продукт. И я хочу, чтобы вы для себя на вооружение взяли, что в нем очень много пользы для нашего с вами организма, особенно в такое время, когда вокруг много различных сезонных простудных заболеваний. Поэтому обязательно в следующий раз, если увидите его, и как он цветет, это только корешок, который растет под землей. Даже многие взрослые, готовы поспорить, не узнают. Покажите родителям эту фотографию. Они 100% не угадают, что это был имбирь. Ну, а на этом про продукты мы с вами заканчиваем разговор. Если будет интересно, после занятия можно поближе будет рассмотреть. Так, а мы с вами двигаемся дальше. Посмотрите, пожалуйста, на следующую фотографию. Что объединяет всех этих людей? Ваша первая версия. Лев. Так, что они спортсмены. Это сразу всем понятно. Здесь есть еще один важный момент, который объединяет всех этих мужчин и женщин. Саш. Так. Жень. Саша правильно отметил, они чемпионы и России, ты тоже сказала, и чемпионы мира, Европы, олимпийские чемпионы, спортсмены. Но есть еще одно, что их всех объединяет. Настя. Ну, конечно, они же спортсмены. Еще, Полин. Они все ведут активный образ жизни. Ладно, дам подсказку. Что-то их связывает с вами. В каком мы с вами городе находимся? Вы граждане какого города? Так, я это не слышал. Вы граждане какого города? Так вот, вас и этих спортсменов легендарных объединяет то, что они волгоградцы. И они прославили на всю страну, на всю страну и на весь мир ваш город. И пускай они для вас будут примером. Вы правильно сказали, они активный образ жизни соблюдают. И они практически образец для настоящего здоровья для нас. Итак, хорошо. Мы с вами отлично поговорили, и теперь время последнего конвертика. Достаньте, пожалуйста, его.
Большой розовый конверт номер 4. Угу. Сейчас нам с вами понадобится 4 различных цвета. Но прежде чем приступить к этому выполнению этого задания, посмотрите на экран. Мы с вами перечислили 4 составляющих здорового образа жизни. Вот они все перед вашими глазами. А сейчас я бы хотел, чтобы вы оценили себя. Как это сделать? Насколько вы соблюдаете правильное питание по 3 уровням. Первый уровень, самый минимальный, то есть не очень хорошо питаюсь, не очень хорошо соблюдаю режим дня и не очень, может быть, где-то нарушаю правила гигиены. Средний уровень, где уже лучше, и максимальный уровень. Например, для образца то, как заполнил Диппер свою схемку. Посмотрите, питается на среднем уровне, очень активный, всегда умывается, соблюдает все правила гигиены, но вот с режимом дня за время летних каникул, конечно, что-то не очень. Я попрошу вас максимально честно ответить на это данное задание. И как только вы справитесь, кстати, подпишите, пожалуйста, листочки сверху. Можно чем угодно подписать, главное, чтобы я видел. По имени или фамилии? Давайте по имени, фамилию я, Кир, не знаю. Саш, как ты хочешь? Подпишите и закрасьте, пожалуйста, в соответствии с вашей персональной оценкой, как вы оцениваете себя. Прям быстренько и выйдите, расположите вашу анкетку на доске. И, Вероника, имя подписали, и все. Вот там черная линия есть. Не страшно, не страшно. Подписать — это главное, чтобы вы потом свои работы узнали. Мне интересует больше, как вы оцените себя. К сожалению, ребят, мне надо вас немножко поторопить, чтобы мы успели отразить это на доске. Я вам буду очень признателен, если вы ускоритесь. Есть вопросы, кстати, кто не понял? Мало кому надо подсказать. Нет, все отлично, работаем. Как только сделали, сразу к доске, магнитик и на доску. Отлично. И на свое рабочее место. Угу. Есть. Угу. Ну, про активность согласен. Самая активная. Прям. Весь класс тут можно смело сказать. Так, хорошо. Ждем еще минутку. Если вдруг... Ну, ладно, сейчас, секундочку. Так, ребятки, кто пока доделает, поднимите глазки на меня на секундочку. Вы успеете это все докрасить еще и расположить на доске. Есть. Есть. Марат, отвлекитесь на секунду. Лер. Кир. Сейчас. Это в любом случае, я успел посмотреть. Угу. Есть. Есть, Кир, ты? Еще доделаешь? Иди вешай магнитом, быстрее. Прекрасно, и мы все успели. Марат, ты как? Отлично. Быстрее. Я успел краем глаза посмотреть. Я очень рад за ребят, у которых полностью сложилась закрашенная схема. Поднимите руку, у кого были не закрашенные части. Это значит, что нам с вами есть еще над чем работать. Я бы тоже себя сейчас бы не оценил бы, наверное, на все полностью. Но это прекрасная возможность для нас все это поработать. И мы с вами начали наше занятие с песни, где слово «здравствуй» было приветственным. А сейчас бы я хотел, чтобы эта песня заиграла для вас новыми красками. И слово «здравствуй» я передаю вам как пожелание самого главного в нашей жизни. Пожелание здоровья. Есть. Песня немножко не удалась, но в любом случае
Спасибо вам за урок. Свои схемки не забудьте, чтобы они остались вам на память, и можно их по ним еще проработать будет. Сейчас, пожалуйста, встаем. Спасибо вам за урок. Так, давайте построимся. Ребята, спасибо вам тоже. Спасибо. Молодцы. Если вы хотите оставить задание себе на память, то я не против, если возьмете конверт. Угу. Вкусняшки. Это нам. Это жюри, да? Это жюри, да? Третий день хочу. Вот. Вы понимаете, какой нам табличку? Да, это ваш жюри. Да. Ребят. Да, вижу, сейчас загрузится. Кто-то забыл? Девчонки, возьмите, пожалуйста. Да, размер. А то мы сейчас начнем тут совещаться, а потом зайти не сможем. Итак. Как вам удобно? Да, надо, я спасибо. Вам был представлен, уважаемый член жюри, вам был представлен урок «Окружающий мир» в 3 классе по теме «Здоровый образ жизни». Данная тема в учебно-методическом комплексе Плешакова находится в разделе «Правила безопасной жизни». Подобная тема уже изучается в начальной школе в 1 и 2 классе, где дети изучают правила личной гигиены, способы укрепления и сохранения здоровья и знакомятся с режимом дня. Данный урок является завершающим в данном разделе. Целью данного урока, как мне кажется, исходя еще из того, что это уже не новый материал для детей, являлось подведение детей к значимости и структуре самого здорового образа жизни, значимости для человека и для общества в целом. Из цели были сформулированы приблизительные результаты, предметные, метапредметные, личностные. По типу урока это урок-практикум, на котором были использованы различные формы деятельности: групповая, индивидуальная, парная. Структура урока. Перейдем к структуре урока. Исходя из целей и исходя из планируемых результатов и задач урока, была определена следующая структура урока. Это организационный этап, целью которого была мотивация и стимулирование к познавательной деятельности, этап актуализации знаний, где необходимо было свои предыдущие знания связать с новыми знаниями для решения конкретных ситуаций. Основной этап это был деятельный этап и рефлексия, простите. Меня учили рефлексия в училище, а потом, придя на работу, переучивали на рефлексию, потому что слово рефлекс вроде как. Так, чем остановились? На структуре урока. На этапах урока использовались элементы различных технологий. Это игровая технология, технология проблемного обучения и элементы коуч-технологии. Также на различных этапах урока использовались задания для стимулирования мотивации учащихся, что особо важно в младших классах. И это такие задания, как коробочка-сюрприз, коробка-загадка, то есть что в черном ящике. Также мы старались максимально использовать пространство, спасибо. Мы старались максимально задействовать все пространство, которое нам было дано. То есть ребята работали и за своим рабочим местом, использовался и, в общем, по максимуму мы сколько могли. В целом, в соответствии с целями, которые были поставлены на уроке, я считаю, что ребята работали плодотворно. Цели, задачи я поставил, были выполнены, в моем понимании. Если бы касалось корректировки некоторых моментов, как бы я сейчас их представил, то, возможно, где-то чуть-чуть поужали бы время на пословицах. Это я рассчитывал немножко, что этот быстрее момент зайдет, наверное, для того, чтобы раскрыть побольше момент рефлексии, где каждую индивидуальную схему можно было проговорить, обсудить.
Но, опять же, это если возвращаться, если бы у меня было бы не учебное занятие, а урок, вот тут как раз можно было бы уделить достаточное количество внимания именно этому. Пожалуйста, коллеги. Я в целом уроком доволен. Вопросы? А у меня, знаете, такой вопрос. Если бы это был ваш класс, то вы бы карточки домой отдали эти или как-то по-иному? Но если бы это были дети, которые вот ваши совсем. Ну, если бы мы разбирали, то есть точно такие условия, 3 класс, только мои дети. Ну, я думаю, во-первых, мы бы не то чтобы забирали их на дом, потому что все-таки при 45-минутном занятии мне бы хватило времени спокойно как-то обговорить некоторые работы. А нет, если бы я даже и отдавал их домой, то не для того, чтобы доделать, а для того, чтобы показать родителям, все-таки мы это упражнение используем не просто, чтобы отрефлексировать, а чтобы потом в дальнейшем, ну, как в коуч-технологии, построить маршрут, как с этим работать. И если вот мы сейчас с вами... не подойдем, извиняюсь, забыл, что они забрали. Если мы сейчас ближе бы рассмотрели, то мы заметили достаточно, что активность детей они отметили максимальную, а проблемы в основном были с питанием. И как бы ребенку было вот после вот этого всего социального, конкретной социальной ситуации было бы понятно. И плюс поделиться с родителями после такого национального урока, что вот я оценил себя так. А родителю будет, ну, родители всегда считают, что вроде как ребенок-то питается его хорошо. Ну вот, например, конкретно разбираясь на этой ситуации. И дальше могли бы возникнуть, собственно, вопросы. Спасибо. И... Спасибо. Угу. А вот есть что-то вот в уроке, да, или вот в общении, или в чем-то, что вот вы явно как-то вам было в какой-то момент не очень? Не задалось? Вот что-то вдруг вот не было такой момент, что вы подумали вдруг на уроке? Ну это я так вот просто. Нет, ну если прямо как-то представить абстрактно, что Да. у меня просто связано что-то не задалось, это имеется прям момент ступора. Момент ступора я на уроке такого, ну, катастрофического не испытал, честно. Ну, в конце спустилась финальная песня, но хорошо мы ее в начале спели, поэтому достаточно хороший национальный спектр там остался после нее. Я думаю, что прям такого, чтобы я остановился, где-то задумался на секунду. Я думаю, ну, по крайней мере, как я сейчас, может быть, еще находясь вот в состоянии эмоционального такого эффекта после урока, то я думаю, нет. Можно один провокационный вопрос? Как вы думаете, может быть, на уроках своих вы как-то на всякий случай или, скажем, мониторили или тестировали? Не может ли быть так, что дети, которые заполняют ваше колесо, просто разрисовывают цветными? Может быть, действительно, в таком вы как-то надо... проверяли? Вот просто интересно. Ну, не знаю, может как-то... Нет, на самом деле это себя. замечается, когда... Это же не... По одному заданию сложно будет понять, Конечно, если одну поэтому схему и дать. спросила, Поэтому про тут вас необходима целая система отслеживания. На первых этапах это может быть просто обыкновенное фронтальное отслеживание. То есть сразу же как бы пометить, ну в своем классе ты знаешь. Вы делаете это, да, чтобы вот... Ну, конечно, в зависимости от того, какую нагрузку несет колесо баланса. И то есть можно предугадать уже, вот на данном, например, колесе можно было предугадать, что они сейчас все могут закрасить, потому что вроде как классно все, настроение, но все равно. А в своих детях, ну, зависит опять же от того, какое колесо дается, и тут уже можно предугадать. Знаете, какую деталь имела в виду? Уверены ли вы, Что достоверность? Они понимают? Нет, не достоверность это невозможно быть уверенным. Что они понимают, они просто закрашивают для красоты. Вот я не говорю, чтобы вы сейчас этим занимались, но подумайте, понаблюдайте. Ну, я думаю, что нет, такое можно, невозможно не исключить, потому что различные есть учителя, учащиеся, поэтому, ну, как классный руководитель, начальник класса, ты все равно понимаешь, от кого это следует ожидать. И на этом моменте, я думаю, просто необходимо провести индивидуальную работу конкретно. Ну, если я предугадываю, что от определенной группы учеников, да, в принципе, от каждого можно немножко ждать такого. Но поэтому, я думаю, можно использовать как групповую, да. Тут уже просто необходим более конкретный учет и скорее, ну, когда в классе 36, как у меня, например, сейчас, естественно, лучше поделить как группы и отследить будет легче. В таком плане. Андрей Николаевич, я вас благодарю, что вы сказали о продолжении кратко, но работы время. по коучу, Очень да, потому что не только колесо баланса, это начало на самом деле. У меня в связи с этим вопрос. Не могли бы вы привести пример? Вот мы увидели, да, там в колесе не заполнено. Ну давайте, Пример. Что вы с ребенком делаете? Вот как вы этот момент продлеваете? Ну, Тебе например, нужно сделать то-то. Или давай прочитаем какую-то книгу. Что?
Нет, на данном этапе надо, во-первых, понять, вообще видит ли ребенок сам проблему. Если он ее обозначает как проблему, значит, есть над чем работать. Дальше первый, следующий этап – это выстраивание диалога по данной тематике. Собственно, как он, что, почему он это сделал. Возможно, он просто недопонял. То есть найти вот эту причину, где это заключено, именно Диалог следующий будет. Диалог, да, потом, исходя из его ответов, более... То есть готовится уже, можно сказать, практически анкетирование. Но это тоже в коуч-технологии есть, то есть вопросы, расширяющие данную по тему и тему. И дальше уже основываясь, ну как бы мы берем это из коуч-технологии, а дальше можно и взять другие технологии, да, перейти к практической реализации. Коллеги, мы с вами просмотрели урок, который был, собственно, показан на конкурсе «Учитель года России 2020». Павел Николаевич в своем уроке, вы видели, что показывает все основные этапы урока сохранены. И, соответственно, мы говорим о том, что в самоанализе урока Павел Николаевич подчеркивает сильные стороны, слабые стороны. Надеюсь, что данный пример будет вам полезен в деятельности, а в дальнейших наших вебинарах мы будем анализировать, в том числе уроки, проведем подробный анализ уроков других представителей этого конкурса.